5 лет с Россией. Этому историческому событию в 2014 году предшествовал общенародный референдум в Крыму, на котором 97% жителей полуострова проголосовали за возвращение в родную гавань и декларацию о независимости, принятую 11 марта. Парламент Крыма провозгласил независимость республики, после чего Симферополь обратился к Москве с просьбой включить полуостров в состав России в качестве нового субъекта. И 18 марта 2014 решение народа закрепили в Кремле подписанием договора. Это событие вошло в историю России как одно из знаковых. Позже, выступая перед собравшимися на митинге в Москве, президент России Владимир Путин отметил, что этот день можно считать одним из самых радостных и светлых праздников. Уважаемые граждане России, дорогие крымчане, севастопольцы, после тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию. Не только словом, но и делом поддержала в то непростое время Ингушетия жителей нового субъекта Российской Федерации. В Крым из нашей республики были отправлены сотни тонн гуманитарного груза – мука, сахар, лекарства и даже детские игрушки. На призыв региональных властей помочь крымчанам откликнулись практически все жители региона и успешные бизнесмены. Здравого человека это не может оставить равнодушным, потому что если сегодня беда стучится в дом твоего соседа, завтра она может прийти к тебе. Годы идут, и отношения между Крымом и Ингушетией только крепнут. В 2017 году Юнусбек Евкуров принял участие в престижных соревнованиях регаты в Севастополе. Между двумя самыми молодыми регионами достигнуто соглашение о сотрудничестве. Договор включает в себя взаимодействие в таких сферах, как экономика, образование и туризм. Еще одно соглашение главы Крыма и Ингушетии подписали в рамках экономического форума в Сочи в прошлом году. Оно подразумевает сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах на 2018-2020 годы. Нашему региону передан на безвозмездное пользование пансионат «Евпатория», который расположен в одноименном крымском городе-курорте на берегу мелководного Коломийского залива. Это одна из самых популярных здравниц республики. Дорогие друзья, да, у нас только старт, начало то есть большой совместной работы. Мы вот договорились с Юнусбеком Бамангереевичем, чтобы Республика Крым передает Ингушетии санаторий, пионер, санаторий в Евпатории, дорожную карту. Министерство экономического развития сегодня с правительством Ингушетии тоже составит, подпишет. Все, надеемся и ждем ребят с Ингушетии отдыхать, не только ребят, взрослых, так что с большим уважением за все, что делается. Наши контакты развиваются, братские республики. Вот чувствуем руку помощи в любое время. Всегда нам методические рекомендации дают, подсказывают. Вот, знаете, как с братьями делятся своим опытом положительным. Так что спасибо огромное. Будем делать дальше, будем работать, будем взаимодействовать. Сегодня есть чему поучиться у Крыма. Мои министры, руководители побывали в Крыме, смотрели. Мы учимся друг у друга, делимся опытом. И не только отдыхать, но и работать будем совместно проекты реализовывать. И я уверен, что в последующие годы у нас товарооборот будет такой хороший, выгодный и на высоком уровне. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Помимо прочего, глава Ингушетии Юнусбек Евкуров в текущем году вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым и руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым принял участие в патриотической межнациональной акции «Про РФ. Крым.про героев» в Симферополе, в ходе которой состоялись молодежный флешмоб и открытие фотовыставки «Герои России, какими их не видел никто». Главными действующими лицами фотоснимков в этом году стали герои России и Советского Союза, труда и ветераны боевых действий из разных регионов страны. Без дружбы между народами, вот спасибо Игорю Вячеславовичу, его команде великолепно показано. И русские, и татары, и армяне, и эстонцы, все показаны. Показаны не только герои Советского Союза, герои России, которые воевали. Показаны труженики
различных профессий. Вот легендарный человек стоит, которые просто легендарные люди, которые во всех сферах проявляли. Это нужно не нам уже взрослым, а молодежи, чтобы понимали, что когда случается или, не дай бог, война, или какие-то ратные трудовые будни, или какая-то там стихия, нет национальности, нету вероисповедания. Есть просто люди, которые друг друга выручают, помогают и работают. Вот это и есть такое хорошее согласие. И в стране у нас так оно и есть. Ингушетию часто посещают представители Крымской республики для обмена опытом в сферах спорта, туризма и здравоохранения. Также в нашей республике открылся и регулярный рейс из Назрани в Ялту. Удобство маршрута успели оценить сотни пассажиров. Кроме того, для детей из Ингушетии ежегодно организуют отдых на побережье Крымского полуострова. В программу также входит экскурсия по местам боевой и воинской славы и посещение города-героя Севастополя. На протяжении нескольких столетий Крым тесно был связан с Россией, являясь его составной частью. На непродолжительный период полуостров отошел под юрисдикцию Украины. Однако, несмотря на это, его жители продолжали ощущать себя частью российского сообщества и никогда не скрывали стремление воссоединиться с великой державой. И 5 лет назад, благодаря свободному волеизъявлению народа, Крым получил возможность стать полноправным субъектом нашей страны, влившись в единую семью многонационального и многоконфессионального народа России. Светлана Томова, Новости 24.